Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Балет – это не только завораживающая красота движений, но еще и боль, тренировки на износ и тяжелая работа над собой. Очень много составляющих, которые необходимы артисту балета для того, чтобы добиться успеха. И физические данные – это далеко не все. Настоящими артистами, звездами становятся те, у кого есть характер. Нужно невероятное трудолюбие, целеустремленность, самодисциплина и стрессоустойчивость. О том, нужно ли морить себя голодом, как попасть на сцену и правда ли в балете жестокая конкуренция, мы сегодня и поговорим с гостями нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что в балет вообще изначально приходят не по своей воле, потому что приходят же с самого раннего детства. И получается, что смысл выбранной профессии зависит от родителей, которые привели в балетную студию, да, и от педагога. Или вот насколько процентов это ваш выбор? Насколько влияние педагога, насколько решение родителей, вот так скажем. Да, так и есть в детстве. Мы неосознанно приходим, потому что 10 лет нас приводят в училище балетное. Но чтобы в 10 лет поступить в училище, это же нужно еще там лет с 5, наверное, заниматься. Нет, училище начинается с 10 лет. Да, в 10 можно... Но я могу сказать про себя, потому что я вообще балет никогда не видел в жизни. Я пришел, я думал, это просто какие-то танцевальные ансамбли, наверное, вот якутские танцы. Привели меня родители. И вначале было, конечно, трудно, но у меня, видимо, какой-то такой характер, что мне так понравилась эта вот конкуренция какая-то, быть лучшим среди своего класса. И мне вот начало вот нравиться. Ну и педагог тоже начал замечать, мне это вот все как-то, да, мне нравится, стало нравиться. Ага. У вас как было? У меня все, ну, иначе у меня все было. Потому что я в балет тоже поступил, не зная, ну, то, что куда я поступаю, так как я сам из деревни. И поступал я сюда, как бы и родители хотели, чтобы я поступил в балетную школу. И как бы Наталья Семеновна увидела ну, у меня данные, посмотрела и как бы, ну, пригласила меня уже вот в школу. И через год я уже понимал, как бы тут поступаю в балетную школу и начал учиться. Ага. То есть, получается, балет видели только по телевизору, не в театре? Нет, я в телевизоре не видел. И даже в телевизоре не видели. Павел, у вас как? Ну, у меня было чуточку по-другому и примерно то же самое. Понимаете, я в детстве, допустим, ну, вот мы дети 90-х, да, часто родители включали видеокассету и, ну, там какие-то видеоклипы, я вот под них танцевал. Они видели, что, ну, я танцевал на диване, для меня это было как сцена. Родители, наверное, увидели мое желание быть на сцене, вот. Я потому что там выступал с гитарой, там танцевал, пел. И, ну вот, волей судьбы я оказался в хореографическом училище. И я втянулся, мне вот понравился вот этот прекрасный мир, вот этот мир искусства под классическую музыку. Ну и, конечно, влияние педагогов, которые нам вот рассказывали, показывали, всю душу нам отдавали, свои знания. И, конечно, меня это втянуло, и я ее полюбил всей душой. Девочки? Я вот, допустим, вообще в театре видела спектакли еще до училища. Я вообще изначально с 1 класса сама у мамы попросила, чтобы меня отдали в музыкальную школу. В нашем поселке была музыкальная школа, и мама меня туда с 1 класса отдала, именно вот на хореографию. И там вот были тоже вот классика, народные танцы, бальные танцы, историко-бытовой танец был. И где-то потом уже с класса, вот с 4-го, мы в третьем классе мы ездили на новые имена вот в училище как раз-таки на конкурс, куда съезжаются все музыкальные школы. И именно тогда вот я маме сказала, что я вот хочу туда поступить и хочу там учиться, именно уже профессионально. И мама узнавала, есть ли набор в моем возрасте в училище. И тогда вот мы узнали, что был как раз-таки набор, и мама меня туда отдала, и я вообще с удовольствием училась, и вот танцую до сих пор. С 1 класса, можно сказать. То есть такой прямо осознанный выбор с 1 класса получился. Юля?
Ну, я с балетом знакома с 5 лет. Меня на балет повела тетя моя. И, ну, как мне сказали, там был балет «Байдерка». Ну, понятно, что «Байдерка», потому что там есть же момент, когда ее кусает змея. И, ну, мне, во-первых, мне очень понравился спектакль. Я сидела все 3 акта, можно сказать, очень внимательно смотрела. Но когда меня тетя спросила, хочешь ли ты стать артисткой балета, ну, балериной, да, я говорю, нет, я не хочу быть балериной, потому что я не хочу, чтобы меня на сцене змея кусала. Да. Ну ладно, время прошло, и к нам в школу пришла Наталья Семеновна Посельская набирать себе в класс. Ну, мы как бы у истоков почти стоим, 3-й выпуск, поэтому... И мы 1-й класс Натальи Семеновны, которую она вела с 1 класса по 8. И, ну, это... Я очень благодарна, что Наталья Семеновна привела меня в этот мир балета. И я очень рада. Не знаю себя, не вижу себя никем больше. Спасибо. Но вот вас всех тут стоящих объединяет то, что вы все выпускники Якутского балетного училища, Якутской балетной школы. И, ну вот Юля уже начала про педагога говорить, да, которому она благодарна. Наверное, у каждого из вас что-то найдется сказать. Да, я благодарен тоже Наталье Семеновне, потому что это мой педагог. Она решилась взять мужской класс. Так как обычно в балете вообще выпускают мужчины мужской класс, а она вот взялась за мужской, потому что у нее такой мужской характер был, она такая строгая была. Вот. И, конечно, я благодарность ей. Мы всю учебу объездили почти весь мир, конкурсы, фестивали, и за это тоже очень сильно благодарен. Вот. Но это вообще нетипично, да, чтобы педагог-женщина брала мужской класс. Ну, иногда бывает, что когда вот дети маленькие только приходят, вначале берут как бы женщины-педагоги, Потому что мужской они- класс, да. да. Это потому что постановка рук, вот это вот. Женщины, как они бы- более дотошные, они Вот. более требовательные. Вот я помню, нам Зинка Лайн рассказывала, она вот первый, когда я пришел в 1 класс, извини, Настя, тебя перебила, у нас взяла Зинка Лайн Попова. И потом она нам впоследствии объясняла, когда мы стали старше уже, что сперва обычно женщины берут мальчиков, потому что они более кропотливые, более, ну, так, грубо говоря, въедливые и лучше ставят вот эту базу. Вот. А когда уже, чтобы привить мужской танец, ну, сильное исполнение, нужен уже мужской педагог, который уже с мальчиками работает, ну, по-мужски. Ну, и который Может, каким-то покажет, в конце таким концов, как отцовское поднять, такое, как это. скажем, слово, которое вот повлияет на мальчика. Потому что ну, женщина не всегда может на мальчика как-то так повлиять. Вот. Но у вас, получается, был мужчина-педагог. Ну, вообще, вот мой первый педагог – это Зинка Попова, потом Сергей Викторович Афанасьевич, потом Герман Антонович Тё, потом Дмитрий Николаевич Дмитриев уже. Ну, конечно, свою руку приложила и Наталья Семеновна Посельская, которая была, ну, художественным руководителем нашего училища во время того, когда я учился. Она, наверное, каждому уделяла по возможности свое время, если вот такая была возможность. Часто ее вспоминаем, все ее советы. То, как проходили уроки, как проходили репетиции с ней. В общем, это такое осталось с нами надолго и навсегда. Ну, у меня были педагоги мужчины уже с начальных классов. Анатолий Дмитриевич Попов. А на курсах я уже учился в Московском государственном академии хореографии. И тоже педагог был мужчина, уже народный артист. И Анисимов Валерий Викторович. И каждый раз он на классике твердил нам: победа над самим собой, победа над самим собой. Вы никогда, ну, и каждый день 100% работали, каждый день разогревались перед классикой, как и занимались классикой. И дуэты, ну, дуэт, урок. И дуэтный урок тоже преподавал он у нас. А вот есть такое выражение, что балет – это каторга в цветах. Вот,
Насколько это правда? Как? Подтвердим это. Да, для меня это да, Согласна. потому что каторга, которая, ну, каторга добровольная, которую мы сами идем туда, а цветы, скорее всего, это как вот признание зрителей для нас, да. Да, после спектакля вот эти овации в конце, и люди цветы дарят. Раньше как-то было так в театре, то что цветы в основном дарили те, кто вот родители приходят, родственники, друзья, да. Как бы у нас не было, наверное, у зрителей вот такой культуры в этом плане, то что вот там дарить артистам цветы. Допустим, в других театрах это как бы всегда вот там солистам особенно дарят прям это. А уже вот сейчас уже есть такое даже. Бывает то, что люди подходят уже, даже пишут, как мы вами восхищаемся, как вы красиво танцуете. И прям вот это вот ради этого стоит трудиться, и вот чтобы люди были довольны, чтобы людям нравился балет, чтобы люди ходили на него и вообще любили его. Да, очень важно, чтобы зритель видел наши цветы, а не нашу каторгу. Для этого мы с утра до вечера, кто с 10, вот кто с 7 лет, ну, можно сказать, работает над этим. Тяжелый труд это очень. Но это действительно нужно себя в форме 24/7 держать, да? То есть у вас же, ну, я понимаю, что есть отпуск у артиста балета, вот, но я также, ну, примерно понимаю, что во время отпуска все равно ты не можешь там расслабиться, поехать в all-inclusive и там все есть и пить как не в себя. Не, ну в Или all-inclusive можешь. можно поехать, но просто равно ограничивать себя, сдерживаешься. да, сдерживать. Ну и все равно растягиваешься, потому что мышцы же обратно же схватываются. Потому что самая большая любовь к себе – это дисциплина. Потому что человек, мы же, ну, мы выходим на сцену, мы несем эстетическое искусство. Ну, все-таки люди смотрят на нас. Ну, мы не можем выглядеть, ну, как скажем, несмотрибельно, как-то плохо. Поэтому стоит держать себя в форме, как-то следить за собой. Но балет – это ведь искусство, это ведь театр. Ну, у нас же, вы же в театре работаете, да? То есть, получается, тут еще ведь, поскольку вы все на сцене выступаете, тут же еще и драматическая составляющая есть у ролей. Вот как с этим? Как мы готовим драматически? Ну, есть такое понятие амплуа ведь. Кому какая роль подходит. Педагоги наши это замечают. видят сразу с самого отмечают. начала? Да. Это видно, в принципе, с самого начала же, да? Возможно, кто-то потом раскрывается С другой стороны. Да, с другой стороны. Это очень хорошо. Ну, мне кажется, что все равно, если вот допустим, у артиста есть какое-то творческое желание что-то исполнить, и если он обратится с этой творческой заявкой, так скажем, и я думаю, руководство будет не против, если ну, оно как бы заметит, что он может это исполнить, то оно разрешает. Ну, а так, конечно, эмоционально ты в зале отрабатываешь не только физическую сторону своей партии, но и вот драматическую, отыгрываешь, вот это вот все лицо, эмоции, это ты все равно каждый день это ты репетируешь, и ты должен как бы проживать, наверное, свою роль. Много, если вот Некое исследование, наверное, да? да, Такое, Самоанализ. читаешь, допустим, тот же Дон Кихот, там, какая была Китри в книге, там, Ромео, Джульетта, Джульетту, Ромео, И это смотришь, как бы танцем, чтобы показать зрителям, пластикой, чтобы это было понятно для зрителей. Умереть от укуса змеи на сцене по-настоящему. Ну да, чтобы он это проверил. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о якутском балете, о 30-летии якутской балетной школы. Прежде чем уйти на перерыв, поговорили немножко о драматической составляющей ролей. А по-вашему, вот что нужно для того, чтобы интерес к балету вот поддерживался? Почему вот балет живет? Почему что-то уходит из моды, что-то возвращается, а вот интерес к балету, он как будто вот классики, как будто такой неприходящий. Или приходящий, или как вам кажется, вот по публике, по заполнению?
Был спад какой-то? Ну, вообще классика, она бессмертна, поэтому, наверное, как сказать, популярна всегда, всегда есть спрос, народ ходит. Спасибо за это. Ну, наверное, люди тянутся к прекрасному, им хочется смотреть, как слушать живую музыку, смотреть, как танцуют люди, как люди, наверное, что-то преодолевают, вот, ну, поднимают, мужчины поднимают девушек на одну руку, какие-то там прыжки, наверное. Может быть, из-за этого людям это интересно. Мне кажется, еще драматическая составляющая. Тоже люди прям это смотрят, и людям нравится. Допустим, кто-то вот любит постоянно ходить на Ромео и Джульетту. Такой довольно драматичный спектакль. И сейчас еще как бы в основном еще вот на современные очень хорошо ходят балеты, помимо классики. Полные залы. Очень радует, конечно. Современное это вот что-то новое, прям те же поддержки необычные, хореография, необычная музыка тоже не классическая. Люди Конечно, хотят, наверное, это... какие-то эмоции переживать новые, поэтому... А вам самим нравится, вот, когда что-то, ну, разнообразие какое-то Ну, я думаю, всегда полезно. появляется? Всегда полезно иметь базу классическую, чтобы она всегда была, потому что мы на ней растем. Ну и иногда хочется себя попробовать же в каких-то других ипостасях. И поэтому нужна и другая хореография тоже, чтобы разносторонне развивался артист. Может быть, каждый из вас в своем дебюте вспомнит, как это было? Мой дебют. Я танцевал в Монголии. Я как поступил в театр, в труппу. Мы поехали в Монголию. Это мой был первый год работы в театре. И дебют мало что помню на самом деле, потому что я больше все время волновался, думал о танце, много раз разогревался, о музыке, чтобы ничего не наврать, чтобы все хорошо прошло. Вот больше вот это я помню. Мой дебют так прошел. Ну и в конце, конечно, радость и счастье. А так, как я танцевала, вообще не помню. Все это прошло так вмиг. Это на самом деле у всех вот так. Вот я тоже свой вот дебют свой вспоминаю. Вот мы с Юлей вместе танцевали, она меня вводила в спектакль «Золушка». Я вот тоже подниму, там не подниму, получится ли у нас там определенный элемент. Вот, и... А вы принц? Ну да, да. А Юля Золушка? Да, вот, и мы вот танцевали, я вот только вот вспоминаю это потом, господи, как же все это прошло. Я иногда смотрю записи и думаю, как это, оказывается, было. Было страшно, на самом деле. А мой дебют был в мой день рождения. Я еще тогда не выпустилась. Получается, в выпускном курсе мне такая честь выпала на сцене нашего театра станцевать Джульетту, но не Прокофьева, а Чайковского, одноактный. И ну вот, в день рождения, 18-летие, я станцевала свою Джульетту. Это Ну, очень... это, наверное, был подарок, ваш подарок родителям, близким. Да, наверное. Они были на Были, дебюте? конечно. Наталья Семеновна была рада очень. Вообще Наталья Семеновна часто ходила на наши спектакли, на премьеры На своих все учеников, дебюты. на все дебюты. Точно. Да, она поддерживала, что-то говорила, какие-то слова, замечания. Интересовалась нашей творческой деятельностью. Ну, моя первая такая ведущая сольная партия, это вот Китри в Дон Кихоте была с Орелом. Как раз-таки тоже вводил меня в этот мир сольный. И, ну, конечно, волнение, всегда волнение. До сих пор волнение, всегда это будет. Было, конечно, страшно, то, что там это трехактный балет, не двухактный, а трех. То есть первый раз еще и такой большой спектакль вести было, конечно, это очень... 3 акта, ну, каждый акт по часу, да? Ну, грубо говоря, да. Ну, второй акт там покороче немного, но вот все равно. И он тяжелый, в конце еще под Д идет большое, фуэте еще в конце. Поэтому, конечно, было волнительно, тяжело, но благодаря репетициям, вот то, что вот на репетициях мы работаем на износ, то есть максимально, чтобы выйти на сцену и как бы чтобы тебе немного легче было физически, чтобы ты это наработал, и уже потом уже как бы больше это сила остается до конца, прям вот было, конечно, волнительно.
Ну вот во время моего дебюта, как сказать, я почему-то, когда танцевал, не думал особо о исполнении роли. Я думал о технических движениях. Выше прыгнуть, больше скрутить пируэтов, там тут поднять, тут руку сделать. И как бы потом со временем ты начинаешь об этом, ну, как бы особо не думать. Отключать свой разум, и как бы она... На автомате уже, Да, да? потому что ты На начинаешь на автопилоте. репетициях уже автоматом, ну, если ты начинаешь думать о движениях во время спектакля, они у тебя иногда не получаются. А когда уже не думаешь, а о своей роли думаешь, как бы они, ну, уже, ну, как проснешься, так и сделаешь, как будто. Ну, Физически тело помнит. физически тело всегда запоминает. вспоминает. А вот голова, вот роль твоего персонажа, нужно сыграть же ее сильно, ну, дать зрителям понять, кто ты сейчас на сцене. А что это была за роль? Роль именно большой была «Лебединое озеро» у меня было. Зигфрид. Зигфрид, да, Зигфрида исполнял. Ну вот вам всем повезло, вы все солисты. А ведь есть же и артисты, которые всегда в кардебалете, или я не права? Есть. Есть. Вот. То есть получается, что мало же просто окончить балетную школу. Да, нужно же еще что-то, еще ну, что-то, много чтобы... факторов должно сложиться, Вот что понимаете. еще? Что еще такое есть у солиста, чего Вы уже нет сами отвечали на этот вопрос. Вы же говорили, характер. Это очень важно на самом деле. Потому что, когда ты приходишь в театр, у тебя, ну, не такие требования, как в училище. С тебя уже гораздо больше спрос идет. На тебя уже смотрят совсем по-другому. Потянешь ты или не потянешь. Допустим, вот у каждого из нас был дебют. Каждому могут дать шанс, если, ну, вот если тебя, допустим, видит какую-то перспективу. Справишься ты с этим шансом или нет. Получится, проявишь ли ты там какие-то свои внутренние качества характера. Будешь ли ты работать дальше над собой, будет ли педагог в тебе заинтересован, может он скажет, ну, что-то не идет, он не получается у него. Ну, не знаю. Повести, в конце концов, даже, чтобы сложились обстоятельства, чтобы вот звезды как-то сошлись, я не знаю. Это очень много факторов, на Ну, а самом так деле. мы все с массы начинали. Да, В каждый основном. должен пройти. Каждый, да, через кардебалет. Допустим, у меня, я вот только ведущую партию станцевала, наверное, только через 3 года. А до этого как бы я и стояла и в массе, в последней линии. Давали поначалу вот сольные партии, но как бы они небольшие, там вариация отдельно, вот одна танцуешь. Либо там на концертах много мы вот уже с Орелом танцевали. Дон Кихот тот же самый по ДД, как бы начинаешь всегда с концертов и потихоньку, если у тебя выходит, если, допустим, наш балетмейстер или вот педагоги видят то, что человек может, он перспективный, и ему, получается, дают уже больше шансов, и ты все ближе и ближе к ведущей партии. А как бы у меня, допустим, вот есть сейчас даже такое, то, что ты сегодня солистку танцуешь, а на следующий день ты можешь в массе стоять. Как бы бывает у нас и такое даже. Поэтому... Ну, творческая судьба такая непредсказуемая. Да. знаете. Нет, но это как бы не зазорно или, Маленьких партий или не соседки бывает. по кардебалету косятся, что вот она Нет. солистка бывшая, а сейчас вот тут стоит с нами рядом. У нас такого нет в У нас, театре. вы же видите, у нас коллектив Маленький. не так, как в количеству? других театрах, да. Ага. Вот, поэтому мы все вышли из одного училища, мы все друг друга с детства знаем. Вот Настя выросла, грубо говоря, ну, она самая младшая среди нас, выросла на наших глазах. Вот когда я закончил училище, она только пришла. С Орелом мы вместе выросли. У нас, грубо говоря, ну, я чуть-чуть старше, но мы как бы росли вместе. Вот. Мы все вчетвером выросли на Юлиных глазах. Ну, потому что Юля, ну... Спасибо. Простите, пожалуйста. Ну, в общем, я хотел Потому что сказать... Юля раньше начала. Да, вот. У всех, мы все вышли из одного училища, мы все с одной школы, и мы все друг друга с детства знаем, поэтому у нас такой дружный коллектив, мы все друг друга поддерживаем, вот, дружим, вот. Так что все замечательно. На этой радостной ноте мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Это программа «Якутия в деталях». Мы говорим о 30-летии Якутской хореографической балетной школы. И вот перед тем, как уйти на рекламу, говорили о том, что в нашем театре очень дружная труппа и совершенно нет интриг. Вот. Правда? Неужели так вообще может быть? Да, это Да. правда. Вот ни разу ни одного случая не было там. Ну вот как слышишь же, читаешь там в Большом театре, там где-нибудь там вот это битое стекло в пуантах, там что-нибудь такое, нет? Не, Нет. такого у нас нет. Ну, критика какая-нибудь все равно. Со стороны кого? Но, Со скажем, стороны вот, своих коллег? вот недавно был случай, да, даже для людей далеких от балета, когда ну, дочке одного влиятельного чиновника, так скажем, дали танцевать главную партию, вы, наверное, поняли, про кого я. Вот. Хотя коллеги говорят, что не заслужила, в общем, она эту главную партию. Я, не знаю, я в балете не очень, не настолько разбираюсь, чтобы оценивать, насколько там чистое было исполнение. Вот. Но вот и в основном там ее же коллеги возмущались. Вот такие случаи бывают. Ну, у нас нет, как бы такого нету. Нам дают танцевать тем, кто справится с этой партией. Как бы у нас нет такого. Почему-то. И хорошо, что нет такого. У нас Как бы конкуренции люди нет танцуют такого заслуженно. Если человек хочет, если он горит, если он может, если он работает, то тогда ему дают эту партию, и он танцует, как бы. Ну, и вообще соперничества никакого нету, что ли, даже? Ну, вообще, на самом деле, оно, конечно, есть, но это же двигатель прогресса, понимаете? Когда, допустим, мы тянемся за Сарелом, смотрим, как он танцует, и восхищаемся им, пытаемся тянуться. Да, Валера? Начинаем больше работать над собой, как бы. Смотришь, как танцуют другие, начинаешь тоже пытаться это повторить. Поэтому это, я считаю, что вот любая конкуренция – это двигатель прогресса. Здоровая Да, конкуренция. здоровая конкуренция. Никто, если ты вот работаешь над собой, смотришь и становишься лучше, это только способствует развитию театра, на самом деле. А все вот это уже надо быть выше этого. Никому вот подлянки такие вот делать. Зачем? А вот у артистов драматических и, допустим, у музыкантов есть примета такая, что если ты уронил роль или ноты, то нужно сесть, значит, на них быстренько, тогда все будет нормально, спектакль не сорвется. А у вас как? На пуанты же не сядешь особо? Да, у балетных иногда бывают какие-то свои приметы, типа не фотографироваться перед выступлением. Но Перед выступлением в костюме или вообще Вообще. не фотографироваться. После только выступления уже. А еще другие приметы я не знаю, но там тоже не что-то знаю, по-другому. кстати. Но я пытаюсь не как-то приметы не верить, главное в себя верить и выходить на сцену. У меня вот костюмерша, когда вот она примету одну мне привела, просто я этому верю, не знаю. Когда она нам колет, обычно у нас зашивают иногда, и когда случайно уколет твое тело, и скажет: о, сегодня хорошо станцуешь. Не знаю, Видишь такое? ну, не знаю, я вот, допустим, я просто отхожу в уголочек, это такой мой маленький ритуальчик. Я отхожу в уголочек, там, перекрещусь, помолюсь, и мне становится легче. Я считаю, что мне это помогает. Ну, у меня пример достаточно, можно сказать, тогда сравнительно. Костюмы же мы одеваем, их обязательно там где-то подшить надо будет перед выходом прямо на сцену, где-то что-то там. И у меня есть такое, что моя костюмер это уже знает, это уже на автомате с самого начала. 3 узелка обязательно, не 2, там, не 4, не 5, а именно 3. Да, я, раз. Потом у меня есть такая вот... Это кто-то приезжал на Стерх однажды, когда я была молодая, как бы, и выступала тоже вместе со звездами, и волновалась, конечно. И однажды ко мне подходит, я помню, это Матвиенко Денис, кажется, был, когда только-только вот, давно это было. Он говорит: ты что волнуешься? Я говорю: волнуюсь, говорю. Он говорит: ты знаешь, как сделай, говорит, ты возьми вот так вот, собери волнение и сдуй, говорит, куда-нибудь в сторону. Не знаю, знаете, легче становится, когда вот действительно собираешь в себе вот это волнение и вот резким таким куда-нибудь в сторону. Вот это вот мне помогает.
Ну и там разные В общем, бывают. каждый находит для себя то, что ему каждого помогает. свое, Каждому да. свое, лишь бы ему это помогало. И еще я знаю, что, ну вот я почему стараюсь говорить артист балета, артистка балета, потому что в просторечии употребляемые слова балерун и балерина, они как бы неправильные, да? Не, балерина правильно, а вот Балерина. то, что вы до этого сказали, это неправильно. Просто нет такого слова в русском языке, вот и все. Артист балета. Артист балета, танцовщик. Танцовщик. Ага. А балерина нормально. Ну и артистка балета, и танцовщица Да, будет да. тоже. Потому тоже что это так по же истории, нормально. наверное, идет. В основном не было артистов балета тогда. Они были как... они держали балерин, они отдельно никак не танцевали. У них не было никаких отдельных кусков вариаций, там, танцев. Они были больше как драматические артисты. А просто выходили и поддерживали. Да, как поддержку делали, да. А балерина, она всегда была, это все танцевали девушки в основном. А балерина вообще вышла с того, что это высшая степень, да? Да, вот, допустим, Артисток в балета. Мариинском и в Большом театре высшая ступень – это балерина, не танцовщица, не артистка, это балерина. То есть там, если вы заглянете на сайт, там балерины там такая-то, такая-то, А такая-то. другие это уже вот А, когда то есть балет и когда балет, это танцовщица. не балерина. Нет, Да, балерина это когда высшая балет – это степень. артистки балета. Там, да. Понятно. А мужчины когда появились в балете? Вот. Как только надо было помогать женщине, Ну, то есть во времена там Пушкина, когда он вот писал про... Ну, вот такой эти большой славы, истории наверное, во и так время далее не Дятловских было. сезонов, наверное. Вот Нижинский, он прям начал пропагандировать мужской балет, мужской танец. Да, наверное, скорее всего так. А у вас у каждого есть ну, какой-то ориентир в профессии, какой-то, ну вот, ну, вы сказали Нижинский, там, может быть, или кто-то, на кого хотелось бы, да, ориентироваться. Ну, уж не кумир, ну, вот вы знаете, мы когда вот росли, нам- ролевая модель. ну, вот мы когда росли, нам на заре интернета, там, вот мы вот смотрели, все восхищались творчеством там, Михаила Барышникова, Александра Годунова, да, просматривали до дыр, я помню, Леонида Сарафанова. Но когда становишься с возрастом, ты понимаешь, что надо искать уже какие-то свои, оставлять свои какие-то следы, не брать что-то у другого, а пытаться найти что-то свое. Поэтому такого уже у нас нету. Ну, лично вот у меня, допустим, я уже ни на кого не смотрю, а стараюсь найти что-то свое в творчестве. Да. Я тоже, я прям фанател, наверное, так скажем, от Михаила Барышникова, потому что в нем есть и вот эта вот мужская сила, прыжок, и танцевальность, наверное, и актерское мастерство. Все это вот вместе органично так смотрелось, синхронно, и я прям от него фанател тогда в детстве. Ну и, наверное, и до сих пор я иногда смотрю какие-нибудь спектакли его и вдохновляюсь. Юля? Ну, кумиры, их много. Сегодня это кто-нибудь, Захарова, завтра это Осипова, послезавтра это Майя Плесецкая, допустим. В общем, вне времени, вне поколений, как бы всегда есть кумиры. Их много для меня. Ну, я в детстве, мне вот Осипова, Наталья Осипова очень нравилась. Вообще, как она прыгала. У меня у самой как бы есть свой прыжок, ну вот данный. И я всегда тоже хотела вот летать, как она. Прям прыгает очень высоко. И вот в детстве прям мы там очень много ее смотрели. А сейчас, допустим, как-то больше зарубежные стали театры смотреть. Потому что у них там техника идет уже такая отточенная прям. И как-то это... Как-то больше их теперь, допустим, я вот смотрю. У меня уже зарубежные были, когда учился. Карлос Акоста, ну там уже перечислить их уже много кто, да. И вот и меня еще задела еще цитата Михаила Барышникова, это не старайся станцевать лучше кого-то, а старайся станцевать лучше самого себя. Вот это как бы начинаю, ну, перед сценой начинаю вот об этом обговаривать иногда. И иногда прокручиваю все внутри и хожу на сцене уже как бы свободно. Немножко сам себе кумир, да. А что самое сложное вот для вас в хореографии?
Самое сложное, наверное, вот эту сложность не показывать зрителям. Ну, мне так кажется. Вот это вот все сложное. Зрители вообще не должны чувствовать, что нам сложно. Мы должны все это показать легко и непринужденно. Вот это, наверное, самое Борьба с самим сложное. собой. Да. Самое сложное — это волнение спрятать, убрать. Потому что иногда выходишь, даже ноги трясутся от волнения. И самое главное, чтобы люди этого не видели. Как бы не задохнуться иногда. Да, еще иногда даже дышать забываю. Донести людям вот тот образ, который ты хочешь передать, чтобы в их душах что-то осталось, какой-то след, чтобы они пришли домой и как-то, ну, не знаю, для кого-то это было бы каким-то спасением, для кого-то было бы каким-то новым открытием, там, новым увлечением. Или хотя бы просто, чтобы это был хороший семейный разговор после просмотра какого-то такого спектакля. Донести главную мысль вот этого спектакля. В общем, оставить какой-то след в душе человека, наверное, тоже важно. Эмоцию вызвать, да? Да, Ну, это воспитать главная его. задача вообще в Да. нашем искусстве. Да. Эмоцию вызвать. Ну да, в этом и сложность, наверное. И сложность у нас еще как бы и актерски это все показать, и в пластике это все. Мы же не разговариваем на сцене. Да. И в этом сложность. И все это должно синхронно и с музыкой, и с танцем, и легко, и непринужденно все это показывать, вот эту вот сложность. А мне еще вот кажется, ну вот как со стороны, когда смотришь, да, мне кажется, самое сложное, это вот если что-то пошло не так, ну вот, ну бывает же во время, там, ну чуть-чуть не так, не докрутил, да, чуть-чуть там что-то. Вот после этого, ну не убежать со сцены в слезах, да, а после этого танцевать дальше и... Ну, вот вот лично мне всегда говорит Игорь Васильевич, он мне всегда говорил, вот когда, допустим, что-то не получилось, какой-то элемент, он говорил, ты должен сам найти решение этой проблемы и как эту проблему пережить. Если ты, допустим, не знаешь, что с этим делать, ты должен сам найти это решение, чтобы тебе стало потом легче решить эту проблему. Вот, поэтому... Всегда надо найти выход из положения. Да, но из главное, чтобы вот ситуации. не показывать это зрителю каким-то Да. таким лишние эмоции там, или еще что-то. Надо продолжать танцевать, как будто это, ну, наверное, так и было поставлено, так и задумывалось на самом деле. В этом, наверное, и заключается профессионализм А поймут артиста. только эти, да? Да, артисты. поймут только те, кто знает на самом Да. деле. Но все мы не без греха, так скажем. Каждый из нас, наверное, совершал те или иные ошибки. Да, какие-то курьезы все равно были. Да. Кто-то падал. Все Я, например, один раз падал, но я постарался не показывать это зрителям. Сразу встал и дальше продолжил танцевать. Как будто это вот так и надо было, да? Да, как будто так и надо было присесть и дальше продолжить танцевать. Еще у кого какие курьезы были? Ну вот мы танцевали Золушку, я помню, я вот там красиво сижу перед Золушкой, там клянусь ей вечной любви, а там еще так в полумраке, и выходит уборщица и говорит, а что, еще не закончили, что ли? Нет, мы не закончили, а там зрители еще, вот такое тоже бывает. Потом был Щелкунчик, там, я не знаю, там одна зрительница то ли перепутала, я не знаю, как она там оказалась. В общем, у нас там уже финальная ПДД идет, а там зрительница по заднику так проходит, и типа, ой, я, кажется, не туда зашла. Там. Вот. Слушайте, можно было бы разговаривать, оказывается, на эту тему бесконечно, но время у нас подошло к концу. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.